Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всем вам хочу сказать огромное спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои милые, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что от вас сейчас скрыто? Но что вы узнаете? Либо что вам важно узнать прямо сейчас? Загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, что от меня скрыто, но что мне нужно знать сейчас. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть дадут нам знать то, что скрыто и о чем мы желаем узнать. Так, мои милые, прежде всего, вам важно знать, что есть человек, который вас любит. Любит искренне, любит по-настоящему. Но с этим человеком у вас, скорее всего, либо нет контакта, либо наоборот, вы с этим человеком чересчур поконтактировали, скорее всего, на этого человека сейчас обижены. Вы считаете, что человек к вам относится в лучшем случае ровно, в худшем случае вредит. На самом деле это не так. Человек вас любит, но ему как-то сложно раскрыться, либо, знаете, что-то на него влияет, что-то над ним такое тяготит, висит, что не позволяет ему сказать о своих чувствах. И каждый раз этот человек думает, ну вот все, скажу, что люблю, что там ты для меня важна, самое важное, самое ценное. Но как только завязывается диалог, все идет не по плану. Человек уходит в себя, закрывается, либо начинает там, агрессировать, какое-то странное поведение начинается. Знаете, мои милые, ему нужно время, либо ей нужно время. Здесь должно что-то случиться, либо произойти именно с этим человеком в его жизни. Здесь время такое сложное у этого человека, и есть вещи, о которых вы не знаете, какие-то проблемы, какие-то сложные ситуации. Человек от вас это утаивает, и он в раздрае находится. Да, у него такие эмоции, они его разрывают, раздирают на части. И вы не понимаете, почему он так себя ведет, либо она так себя ведет. С какой кстати вы все это списываете на свой счет, принимаете на свой счет и думаете, что нет, это просто человек ко мне так плохо настроен, либо меня ни во что не ставит, и вообще это не мой человек. Нет, человек вас любит. Пройдет время, человек немножечко успокоится, порешает свои какие-то вопросы, дела, вы ведь все равно все узнаете. Через время, но вы узнаете. И тогда, в тот момент, многие из вас устыдятся своих мыслей относительно этого человека. Не все, но девочки, будет. Станет жаль этого человека, знаете, вот прям сердечко так сожмется и скажете, Господи, как же он этот, либо она, как бедняжка все это внутри это все пережить, как это можно было, как же тяжело этому человечку-то вашему было, вы все узнаете. Сейчас вам важно знать, что человек вас любит искренне, по-настоящему, и человек немножечко, сам собой не управляет, потому что слишком много у него проблем, забот и тягостей в жизни, о которых вы не знаете. Кстати, вам не этот человек расскажет, что с ним происходило, а расскажет кто-то другой, кто все это видит и знает со стороны. Знаете, не судите этого человека. И в таких вот сложных ситуациях, в сложных разговорах не идите на рожон, не пытайтесь отстоять свое, а просто обнимите, посидите, не знаю, помолчите. Дайте этому человеку понять, что вы любите, вы не бросите, не оставите. И что бы между вами, либо в ваших жизнях ни происходило, вы готовы поддержать этого человека. Это первый момент. Второй момент. Девчонки, здесь явно идет какое-то признание. Признание в каком-то поступке, либо проступке.
Значит, человек оступился, человек плохо, скверно поступил по отношению к вам. И человек будет либо, ну, сейчас очень сильно обдумывая, да, как бы попросить прощения, либо как бы загладить свою вину. Это не, ну, не мужчина, как бы, как для женщины идет, да, не любовная тематика. Это вот кто-то из вашего окружения. Это, кстати, могут быть дети, это могут быть родственники. Но не, ну, не вот мужчина-женщина, да, не любовь. Это именно что-то вот связь какая-то, да, либо в делах кто-то вас там обманул, может быть, по какому-то вопросу вас ввели в заблуждение. Человека совесть мучит, очень мучит совесть, и человек будет искать с вами встречи и будет пытаться вам все рассказать. Значит, выслушайте этого человека, не сбивайте, не перебивайте, пусть скажет, потому что это решение, ну, оно такое, знаете, очень сложно, и очень сложно его высказать, вот этот момент. Ну и опять же таки, как совет, что бы там ни случилось, ни произошло, принимайте, прощайте, вам это, конечно же, зачтется. Облегчите душу этому человеку. Так, еще из важного, что сейчас скрыто. Скрыто то, что вам будет оказана помощь. Оказана помощь, смотрите, от высших сил, от Вселенной, но через человеческие руки. Вот так идет. То есть будет послан в вашу жизнь такой человек, либо так будут складываться обстоятельства, что вам случайные, малознакомые люди будут помогать, подсказывать, что-то для вас делать. Значит, ваши просьбы, ваши мольбы, которые вы посылаете, там, я не знаю, ежедневно, ежечасно, ежесекундно, они услышаны. И помощь уже буквально спешит в вашу жизнь. То есть буквально завтра вы начнете ощущать эту помощь. Либо выйдя из дома, вы поймете, что все идет вот каким-то странным, витиеватым путем, но все это благодатно сказывается на вас и на вашей жизни. Так, еще момент. Момент связан с какой-то злой женщиной. Злой, прямо очень злой. Может быть, это соперница, может быть, это ваша, скажем так, вражина, ненавистница. Значит, женщина это сейчас, как говорят, в шоколаде. У нее все идеально, у нее все просто прекрасно, она живет, и вот такая, знаете, триумфаторша, хочется сказать. Смотрите, что произойдет. И вы, вот смотрите, вы по состоянию к этой женщине как будто бы обижена, да, судьбой, а она вот как, знаете, ее там по голове погладили, значит, ухватила она, значит, свою птицу счастья за хвост. А эта ситуация, она не продлится вечно, не продлится. У этой женщины будет какое-то ужасное падение, просто в один момент. То есть такое впечатление, что жизнь просто вот как карточный домик. Да, она выстроила этот карточный домик. То, что вам кажется победой, на самом деле это мираж. Это мираж, это неправда. Вот этот ветерочек подует, да, и весь карточный этот домик сложится, разлетится вдребезги. Вот и с ней такое произойдет. Эта женщина будет очень с большой высоты падать, и падение ее будет очень громким, очень громким. Во-первых, мои милые, тут вам двойная наука идет. Первый момент. Вы поймете, что если человек добрый, честный, справедливый, это не, скажем так, не патология, а наоборот, это замечательно. Это действительно то, чему учит нас Создатель. Терпение, благородство, человеколюбие, да, честность, это все будет вознаграждено. И второй момент. Вы должны понимать, что на каждое зло, либо на каждые какие-то злые там поступки идет расплата. И да, расплата при жизни человека. Не вот это мифическое, что вот там человек зло творил, значит, на том свете ему посчитается. Посчитается, конечно, но и при жизни тоже посчитается. Вот, так что, мои милые, знайте, что тот, кто вас обижает, тот, кто к вам, вернее, плохо относится, с вами плохо поступает, ну, будет наказан. Будет наказан. Это вот четко показано. Не разочаровывайтесь в мире, не разочаровывайтесь в людях и не разочаровывайтесь в высших силах. Вы все увидите, все узнаете, все прочувствуете. Это будет обязательно случиться. Так, мои милые, что еще от вас скрыто? Скрыто от вас то, что у вас какое-то цветение идет, начнется, да, уже у вас какие-то звоночки пошли.
Вот женщина, да, либо мужчина, вы как будто бы расцветете. Появится желание жить, работать, я не знаю, там, общаться, встречаться, развиваться. То есть цветение идет. Причем цветение будет как в вашей личной жизни, так и в вашей социальной жизни. То есть многие из вас выберутся из какого-то, не знаю, подвала, что ли, да, из какой-то огромной ямы. Просто выберутся сами. Вот желание появится жить здесь и сейчас, идти вперед, не сидеть там, тормозить и оплакивать то, что не случилось, либо наоборот, что случилось и вас, например, ранило и травмировало. Здесь идут замечательные люди в вашу жизнь, прекраснейшие люди, какие-то вот особенные, одаренные, либо просветленные, не знаю, как правильно сказать, люди, которые будут вашими учителями, вашими мотиваторами, теми, кто будет вас поддерживать, теми, кто будет вас вдохновлять. Так, и еще вот какой-то очень профессиональный человек вышел. У этого человека, знаете, как есть какое-то отличие, что ли, от других, либо, может быть, награда есть у этого человека, либо, может быть, какой-то особый статус, либо особое положение. Человек очень профессиональный. Вот встреча с таким человеком, знакомство с таким человеком — это большая удача. Вот то дело, которое вас особо гнетет, в котором нет продвижек, либо наоборот, сплошной негатив, вот этот человек профессиональный, он вам поможет. Вы его в ближайшие, может быть, несколько недель найдете, с ним познакомитесь и с ним договоритесь, чтобы он вам помогал. Так, еще девушка у меня здесь к мужчине руки тянет. Значит, здесь знакомство может быть, а может быть и желание, да, пообщаться именно с человеком. Но здесь речь идет о том, что девушке нравится мужчина, и девушка к нему протянет руки. Вот. А этот мужчина, девчонки, послушайте, он может просто этого испугаться. Испугаться того, что такое прекрасное создание, да, к нему ручки потянуло. Здесь какое-то недопонимание может произойти и какой-то даже может быть конфуз. Значит, не обращаем внимания на странное поведение мужчин, считайте, что он просто обалдел, он был шокирован, он никогда даже в самой своей смелой мечте об этом и не думал, что вы первая к нему подойдете. Значит, здесь симпатия взаимная. Девчонки, если мужчина этот вам нравится, тогда не смущаемся, ни на что не обращаем внимания, откидываем все эти женские, скажем так, жеманности, да, и блокируем свое пуританское воспитание. Мужчина нравится, проявляемся и даем ему, конечно же, время на подумать, потому что мужчина будет просто, знаете, как рыбу глушат, да, вот у него такое будет состояние. Он будет думать: Господи, куда я попал? На каком я свете нахожусь? Как такое могло случиться? Как мне так в жизни могло повести? То есть вы, когда к нему проявитесь, дайте ему несколько дней прийти в себя, да, на передышку, потому что мужчина может действительно эмоционально не выдержать такого счастья, которое обрушится на голову. Если смотрит меня мужчина, готовьтесь, что самая шикарная, самая прекрасная женщина к вам проявит интерес. Значит, не боимся, не пугаемся. Да, так тоже бывает. Мужчины от женщин ничем не отличаются. Женщины также могут влюбляться, и никто не запретит женщине проявиться, вот если мужчина ей нравится. Ваша женщина, она просто уникальная, она смелая. Вы, наоборот, должны гордиться тем, что вот именно такая женщина обратила на вас внимание. Смелее идите в отношения. Это не значит, что вы будете там у нее под каблуком, либо она будет вами управлять. Наоборот, это говорит о том, что эта женщина сделает вас счастливым, что она будет любить вас, ценить, ухаживать за вами, да? Она будет не только вам любовницей и женой, но и заботливой мамочкой, понимаете? Это замечательно. Мои дорогие, на этом у меня все. Любите себя, берегите себя и не сомневайтесь в себе. Делайте то, что делали, и знайте, что награда вас найдет. На этом всем спасибо, всем пока-пока.